Я обещаю, вот даю вам слово, курбан делаю свою жизнь и все, что есть исламу. Пусть жизнь моя будет курбаном на пути Аллаха. Ахмад Хаджи Тагаев. Ахмад Хаджи родился в 1948 году в селении Келятль, в высокогорном Гумбетовском районе. В семье Алимат Ага и Аминат. Тухум Худилял, которому принадлежит Тагаев, известен в селе как род ученых-богословов. В те далекие и трудные для ислама времена его отец Ага более 30 лет проработал имамом в родном селе. Несмотря на подорванное Великую Отечественную войну здоровье и тяжелый коммунистический режим, он постарался дать хорошее религиозное образование своим 4 сыновьям. Такого муллы у нас вообще не было ни разу. Почему? Потому что он за свою работу вообще никогда ничего не брал. Он ради этого, поэтому его воспитание, его наклонность к религии, она была с детских лет. Ну и его отец, когда шел к людям, он начинал стучать за километр, наверное, своей палкой, чтобы пока он дойдет, чтобы они, если кто что делает, прекратил, если кто где-то находится, вышел. Он в лет 30 он был имамом своего села. А его брат тоже, Худибир, его уважали, любили народ за то, что он не только ученый, просто так, как алим был исламской науки, он вместе с ним был как валиюллах. Крупные такие ученые, известные ученые, даже просили у него, чтобы он им делал дуа. Если даже им какие-то там талисманы что-то писать, тоже они говорили, что значит, пока Худибир жил, значит, лучше от него иметь эти самые талисманы и так далее. Этот человек, мол, избранный Аллаху Та'ала. Вот такой, мол, человек был. Тоже алим был. Так что из такого рода выходит это Тагаев Ахмад. Вот сколько я его помню, и сколько он меня сейчас, наверное, там вспоминает или нет, не знаю, но вспомню, наверное. Мы по возможности намаз делали, учились когда тоже. И в школе тем более. В школе ему попробуй не делай. Там 3 минуты он опоздает, оттуда вот так школа и рядом их дом. Оттуда то отец начинает кричать, потом если... чтобы мать сгладить это дело, раз оттуда выбегаете к нему, давай, иди, отец сердится. Он на 10 минут опоздать не мог. Рядом школа и туда бегал. Он вот подходит время намаза, так ходит вот за младшим сыном Махмуд, другой был Хамид, это учитель был у нас в школе, и он намаз. У него такое слово было. Сири хурбетлани, багарани. Это значит, сири это место, куда вот, кибля. Там наверху вот такое это самое. Арка такая была, чтобы мы знали, в какую сторону смотреть. Стрелка в сторону кибля. И я даже один раз спрашиваю, у него там что, еще не собраны, это поле что ли у вас? Он смеется, он спрашивает, говорит, ты помолился или нет? Намаз сделал или нет? Вот это, говорит, он, отец спрашивает. Вот такой семье он вырос. Он рос веселым, открытым парнем рос. Учился хорошо в школе, занимался, очень большим памятным человеком был. У него очень большой память, все удивлялись его памятью даже. Он, если скажет ему какое-то слово, он уже запоминал всегда. С раннего детства Ахмад Хаджи отличался от своих сверстников хорошей памятью, пытливостью ума и сообразительностью. В школу он пошел в 5-летнем возрасте, опережая своих ровесников. По окончании школы отец сказал ему: «Сынок, я бы очень хотел, чтобы ты получил духовное образование. С этой целью я наводил справки о всех официальных учебных заведениях, но не нашел ни одного, который бы не находился под контролем соответствующих органов. Отдать тебя под их контроль и потом отвечать перед Всевышним я не могу. Коль мечте моей не суждено сбыться, я бы хотел, чтобы ты стал врачом.
поскольку это является сунной пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Так, окончив школу в 13 лет, Ахмад Хаджи поступает в медицинское училище. Я помню, когда был маленький, мой отец тоже был таким же имамом мечети, он был всю жизнь. И он говорил, когда он собирался учиться, он говорил, что если едешь, говорит, только на врача, чем учителем или кем-нибудь другим, чем быть, говорит, лучше, говорит, учиться на врача. Поэтому он выбрал эту профессию. После 7 классов поступили в медучилище в Махачкале, закончили его. После окончания его послали в Гумбет на работу. Я поехал, меня в армию забрали. Его отец был инвалид Отечественной войны, поэтому его в армию отсрочку дали ему по уходу. Я помню, тоже я еще пацан был, а еще младший брат упал, там где-то что-то, проникающее ранение на брюшную полость, проникающую брюшную полость. Село же, это 62-63 год, фельдшер, который был тоже не оказался на месте, а он работал в это время, практикантом, по-моему, был, в селении Цундишабдух, тоже нашего района. И кто-то сказал, он, говорит, Тагаев идет оттуда, в то время пешком, и шаг впереди тобой, шагом. Это через лес дорога по пути, чтобы пустыне идти, шаг полный дров. Этим шагом он идет. Побежали за ним, сорвали этот замок медпункта, зашли туда, и он зашил этот. Ну, параллельно он был больше всего из нас, который здесь работал, духовным человеком. Хотя он этого не показывал. Когда мы жили в Хасавюрте, мы жили во дворе скорой помощи на квартире. Я кушать приготовлю, всех детей сами хотим садиться кушать. Он всегда выходил и звал оттуда водителей, кто еще на вызов не уехал, врача, фельдшера, кушать звал. Я всегда говорила, я прям скучаю, чтобы семья вместе села и покушала. Ты бы знала, говорит, какой кири это, голодного человека покормить. Они же, говорит, дежурят. И вот так. Я работал на скорой помощи, он работал в детской реанимации дежурным врачом. И там мы познакомились. Хотя мы с одного района услышали про него, что хороший врач, чуткий, доброжелательный, знающий человек. Наша реанимация только организовалась. Это первые годы существования были нашей реанимации. У нас было несколько докторов. Подобрали таких грамотных, умных, таких более-менее подготовленных специалистов, которые могли оказывать неотложную помощь, экстренную неотложную помощь в этом отделении. Очень энергичный, молодой и с такими, знаете, грамотный, подготовленный. Имел желание работать. На реанимации ведь не все же имеют желание работать. Он имел желание работать, любовь и работал у нас. Главной своей задачей Ахмад Хаджи считает помощь больным, совмещая работу главного педиатра всего района с работой в детской реанимации. Не зная ни дня, ни ночи, он готов в любую минуту прийти на помощь. Не раз оставив дома гостей, ему приходилось уходить, чтобы выполнить свой врачебный долг, несмотря на морозный день или дождь за окном. И все это с улыбкой на лице. Он никогда не ворчал, ссылаясь на усталость и свою занятость. Всегда был подтянут, доброжелателен и компетентен в своем деле, за что и снискал любовь всех, кто его знал. Нету такого человека, который бы не знал Хасавюртскую районе, как педиатр. Когда он оставил там работу, все равно домой приходили ему. Постоянно такая очередь была домой. К нему приходили люди. В 2 часа ночи к нему приходили. Я иногда возмущалась, не дают человеку отдохнуть. Когда врачом работал особенно.
в 2 часа ночи приходили. Никогда я от этого человека не слышала такого слова, как они мне надоели. Никогда не говорил. Хаджат, они же от меня помощи хотят. Я пока живой, что смогу, то и буду делать. Всегда вот так говорил. Хоть взрослый придет, хоть женщина, хоть мужчина, с каким бы этим ни обращались к нему, он никогда человеку не отказывал. Среди ночи проходили за ним родители больных детей. Он брал лекарства и шел с ними. Не успевал домой зайти, другие приходили за ним. Это я сам видел. Что делать, говорил? Помогать больным – это моя работа. И мне за это кири будет. Врачевание он вот так вот знал. И в районе здесь был самым главным этим детским врачом района, Хасавюртовского района. И дальше бы был. Он бы детское отделение здесь, все это вел бы он. Потому что есть у него, с людьми разговаривать мог. Любовь не только к детям, у него любовь к человечеству была. Он людей любил. Дальше практиковал бы он, конечно, непременно там заведующим отделением был бы он. И он сказал, мне, говорит, это заведование туда-сюда не нужно, мне самое главное оказать больше населению помощь. Население, говорит, часто и больше обращается к простым людям, чем заведующим. И это неудивительно, ведь главная задача, которую ставил перед собой Ахмад Хаджи, это быть максимально полезным людям. Никакие должности, звания и ученые степени не увлекали его, да и времени на это не было. Он все время был занят. Ведь его помощь людям не ограничивалась только врачебной практикой. К нему обращались и по бытовым вопросам, будь то помощь в трудоустройстве, решение спорных вопросов, конфликтов среди сельчан. И кто бы ни обратился к нему с той или иной просьбой, он встречал всех с хорошим расположением духа, со свойственным ему улыбкой на лице. Тагаев всегда находил выходы из, казалось бы, тупиковых ситуаций. Он радовался, когда людям делал добро, когда кого-нибудь кормил, когда кого-нибудь, какую-нибудь услугу кому-нибудь это делал. Любой человек, который к нему подходит по каким-то своим делам, он бросал все свое. Я даже упрекал его в некоторых вещах. Он говорил, это все я делаю не ради кого-то, говорит, ради Аллаха я это делаю. Такой у него ответ был всегда. Он всегда приходил с положительным результатом. Я не знаю, что он читал, что он делал. Но я знаю, что он деньги никому никогда не давал и не собирался давать. Все, кто в Махачкала приехал, все, кто оттуда уехал, все наших сельчан, где кто это самое, он всех их знал, как приехали, что это помогал им. Кого даже я не знаю, ты этому скажи, ты тому скажи, ты тому. Что он попросит, люди делали. Я не знаю, какая у него сила была. А сила его была в чистоте намерений. Ведь он помогал бескорыстно, не ожидая ничего в ответ. И это подкупало тех, кто был рядом. Окружающим хотелось быть похожим на него и также, в свою очередь, помогать людям. Вместе с тем, Тагаев был высоко духовным человеком, никогда не забывал об обязанностях мусульманина. Несмотря на занятость и нехватку времени, он посещал мечети и различные собрания верующих. Неудивительно, что с приходом 90-х, когда начались перемены и у людей появилась возможность свободно заниматься религиозной деятельностью, Ахмад Хаджи оставляет врачевание и переходит на работу в духовное управление мусульман Дагестана. Мы его одно время даже просили, когда сменили власть, быть нашим главным врачом. Он так колебался, уехал в Махачкала, духовное управление, и начал там работать. Он был врачом в Хасавюрте и тесно держал связь с религиозными людьми. И тогда для нас было удивительно, человек, который занимает где-то должность, имеется в виду, работает в государственных местах, даже если это больница, и он имеет связь с религиозными людьми, с учеными, богословами, алимами. Вот представьте себе, долгое время просто из Хасавюрта, из Кокрека,
ездил каждый день утром на работу и возвращался обратно. Порой даже зимнюю стужу, холодный вот это, да, гололед, снег, пурга, и вот он голосовал. Это тогда же, как сейчас, эти маршрутки через каждые 15-20 минут не было. И голосовал, вот так вот ездил, добирался. Вот так вот как раз начинал свою работу в Духовном управлении мусульман Дагестана в качестве заместителя муфтия. На самом деле человек, занимающий, получивший образование медицины, очень хороший врач, он был терапевт, педиатр, да, детский врач. Он был главный педиатр Хасавюртовского района. Он был, оставил эту работу, свою специальность оставил, он посвятил себя вот, как бы духовному лечению общества. И, по-моему, он очень много сделал. Очень много сделал. Несмотря на трудности, связанные с ежедневным переездами из Кокрека в Махачкалу, с тем, что постоянно приходилось ночевать где придется, у друзей и знакомых, и иногда и на работе, чтобы не тратить время на дорогу, Ахмад Хаджи полон энергии. Его умение общаться с людьми, отстаивая свою точку зрения, доброжелательность и простота характера приносят положительные результаты. К нему прислушиваются и вокруг него объединяются. В годы становления Духовного управления мусульман Дагестана, когда попытались растащить муфтият по национальным признакам, когда различные идеологи, прикрываясь исламскими лозунгами, призывали к созданию нового духовного управления в противовес существующему, по сути, ведя к расколу среди верующих, Тагаев и его сторонники стали скалой на их пути, о которую разбивались все их попытки. Конечно, если бы Ахмада Тагаева не было, может быть, Аллах другого кого-нибудь дал бы для реализации своей воли, своего решения. Но в данном случае можно сказать, что если бы не Ахмад, может быть, Духовное управление мусульман Дагестана забрали бы, а попытки такие были и неоднократные. И я хотел бы просто, чтобы понимали значение, значимость этой фигуры в истории нашего духовенства, чтобы люди, дети, наши потомки, чтобы это понимали. Были сделаны очень много попыток, чтобы снять этого муфтия и поставить туда другого муфтия. У меня, по-моему, сохранились копии писем, которые писали в адрес тогда председателя исполкома, по-моему, был Советского района города Махачкалы Юсуп Дадаев. Его адрес писали письма из Совмина, из прокуратуры, из правительства, из самых высоких инстанций, чтобы не зарегистрировали это Духовное управление мусульман Дагестана. Эти письма сохранились, копии. Но надо дать должное, значит, хвала, да будет доволен Всевышний Аллах им и его потомками, да наставит Всевышний Аллах его и его потомков на истинный путь, это его мужество, этого Юсуфа. Против давления всего вот этого он зарегистрировал Духовное управление мусульман Дагестана. После регистрации, в этом процессе регистрации Духовного управления, можно сказать, что ключевую роль играл и Ахмад Тагаев. Благодаря таким людям, как Ахмад Хаджи Тагаев, Юсуп Дадаев, Мухаммад Халидов, и удалось отстоять духовное управление. Но на этом противостояние не закончилось. Было сделано еще немало попыток раскачать ситуацию вокруг муфтията. Созывались всевозможные съезды, якобы мусульман Дагестана. Но почему-то на них приглашались представители одной этнической группы, либо приверженцы ваххабитской идеологии, которым до 1999 года, до вторжения боевиков Ботлих, удавалось скрывать свое истинное лицо. Именно в это время появился ораторский талант Ахмада Хаджи. Дорогие братья и сестры, Умение аргументированно говорить. Его выдержка, высокий интеллект и знание своей религии не оставляли никаких сомнений в его правоте. В каждом своем выступлении Тагаев говорит о чуждости навязываемой идеологии. А таких выступлений было немало. Достаточно отметить, что в один из весенних дней было предпринято 5 попыток созвать подобный съезд. И на каждом выступал Ахмад Хаджи,
не оставляя ни малейшего шанса для оппонентов. И я помню, значит, наверное, уместно рассказывать, вот такой случай, это было уже 93-й год, 3 апреля. 3 апреля было. Мы узнали о том, что проводится опять-таки таким образом съезд. И мы, значит, туда поехали. В то время я был депутатом. Я как-то с депутатским удостоверением прошел. Потом эти люди поняли, что кого они пустили, дверь закрыли и поймали меня, начали меня избивать. Молодые ребята меня держали, хватали, а стариков натравили на меня, мол, бейте его, чтобы он не мог там встать там и так далее. Я этим людям говорю, ну что вы, да, опомнитесь, отец, что вы делаете? Эти люди, которые бок о бок со мной, значит, и на пятничном намазе и так далее, вот так вот. И в этот момент подоспели эти ребята, наши, значит, мусульмане, и во главе Ахмад Тагаев. Мне удалось вырваться, подошел я к этой трибуне, а там вот это, значит, ваххабистские как раз эти самые, они проводят это, все организаторы вот этой, да, все эти ваххабистские, эти сторонники ваххабистской идеологии. И я помню, вот этот ведущий там, я выхватил у него этот микрофон и говорю, ну что ж, давайте продолжим теперь. Я больше ничего не мог говорить, потому что и состояние моего после такого, и когда я видел, как вот этих дверях появился Тагаев, мне кажется, что мне показалось, что он вещи, вот, да, он касается потолка, и что он такой великан идет, и я на него посмотрел, и я говорю, Ахмад, на микрофон, пожалуйста, веди съезд. А туда зашли наши мусульмане, давайте, пожалуйста, вместе проведем съезд. Представить страшно сейчас, что бы тогда было бы с Дагестаном, если бы тогда вот такие, как Ахмад Тагаев, не отстаивали бы, не защищали бы это духовное управление мусульман Дагестана. Ведь фактически сегодня же очевидно, понятно каждому, кто есть кто. Ахмад Хаджи понимал, что 70 лет атеистического режима сделали свое дело. У людей напрочь отсутствует понимание религии. Люди были готовы верить во что угодно и кому угодно. Возникла необходимость в духовно-просветительской работе среди взрослого населения, а также в обучении детей основам ислама, чтобы они были защищены от чуждой идеологии, распространяемой различными проповедниками, хлынувшими в республику с началом перестройки. Для этого необходимы квалифицированные учителя как для мальчиков, так и для девочек. И как только представляется возможность, он отправляет одну из 3 дочерей на учебу в Турцию. У нас девочек обучать было некому, а мужчинам обучать их нельзя, и вот нужно было подготовить девочек. А нужно было отправить девочек вот, в возрасте 12 лет в Турцию на обучение. Бросили клич, обратились, значит, к мусульманам, не нашелся человек, который бы отправил бы свою дочку. И мы с Ахмадом, значит, отправили своих дочерей, нашим дочерям было тогда 12 лет. И, естественно, и мои родители были против, отец был против. И его родители тоже были против. Не нас родня, там не говоря о женах и так далее. Единственный покойный мой отец мне сказал, Хаджат, если бы я был сейчас молодой, я бы поехал бы. Пусть едет девочка. Это же такая благодать учиться, ехать туда, на такую учебу. Все отговаривали его. Боялись. Сама боялась их? Нет, маленькая была. Интересно было. 2-3 года девочка там училась. Она писала нам письма. Мне тут хорошо, мы учимся. Хвалила все это самое, но только вас рядом нету, мама. Вот только одно, вот то, что вы рядом вас нету. Ты, мама, когда молишься, дуа делай мне. В каждом письме она так писала. А так вообще мне хорошо, мы учимся, все описывала, как им это самое, никогда не жаловалась. Прекрасно, отлично училась как раз это самое, и преподает очень хорошо, и Коран преподает, работает в Исламском институте.
После тревожных 90-х наступило затишье. Но не для Ахмада Хажи. Он по-прежнему полон энергии, много ездит, встречаясь с разными джамаатами сел, районов, городов, трудовых коллективов, учебных заведений и многими другими. Говорит о необходимости духовного просвещения, недостатках в образовании, о нравственности и экстремизме. Удивляет то, что ему удается достучаться до сердец совершенно разных людей – студентов и политиков, спортсменов и коммерсантов. В общем, всех, с кем ему удавалось общаться. Никто не уходит после его лекций с ожесточенным сердцем или не получив ответа на интересующий вопрос. Даже после выступления его обступает толпа, желающих продолжить диалог. И Тагаев со свойственной ему доброжелательностью и улыбкой на лице продолжает беседу. Такая Ахмад, может, был такой человек, который вот не читая, вот Куран Мухаммад был, читая ильму, который дал человек. А такой Ахмад, можно сказать, не читая Аллаху Та'ала, который ильму дал был человек. И сердце у него, как у младенца было. Вот, например, мы ребенка сейчас побьем, и потом иди сюда скажешь, он же сразу идет, потому что у него там ничего, грязи нету. Вот такой был Тагаев тоже. У него внутри грязи не было. И относился, конечно, очень, наверное, от него плохое слово, наверное, никто никогда не слышал. И все уважали его. И пусть они будут религиозные люди, пусть будут светские, пусть будут хакими. Ему удостоверение не нужно было, что он работник духовного управления. Любое вот мероприятие, которое проводило бы в государственном уровне, или же конференция, или же вот, где-то встреча со студентами, со школьниками, везде кого бы отправить? Тагаева. Кого бы отправить? Тагаева. И везде, и всюду практически это Ахмад фактически выполнял, можно сказать, был период, когда он 40, 50, может, целых 60% всей работы от духовного управления, организационной такой работы выполнял Ахмад Тагаев. Я сам ему всегда поручал разобраться в таких некоторых сложных вопросах в тех или других книг, в тех других статьях. И таким образом он всегда меня информировал, что где какие значит, скрытые такие лживые сведения, и от кого эти сведения исходят, и на кого они ссылки делают. Таким образом он значительно помогал. Как сейчас и журналистов, и пишущих, и говорящих, и так далее не было же. Их не было. И представьте себе, и такие кляузы писали о духовенстве, об исламе и так далее, и так далее. И вот когда вот душу раздирающий вот такой вот как раз это видишь, вот эта душа плачет, видя такое самое. И кому позвонить? Звонишь Ахмаду, делишься с ними, а он уже пишет ответ. Вот это было это самое. Он никогда где-нибудь какой-нибудь что-нибудь напишет по исламу, обязательно отвечал этому человеку. Отвечал таким образом на атомарном уровне, если, конечно, этого человека писаки бывало хотя бы хоть одна извилина, а очень часто бывало, что именно таким кляузами, такими этими вещами занимаются самые несчастные люди, у которых нету даже одной извилины. Вот если этого человека бывало извилина хоть одной, то этот человек должен был понимать. Вот когда ко мне приходил, у меня пресса там лежит, на диване или на столе, под столом, везде, он это все собирает, садится, и я начинаю его провоцировать на вот, газету читать. Вот так. Жест меня останавливал. А я говорю, а зачем ты это читаешь тогда? Мы должны знать, что про нас пишут, и кто про нас пишет, вот так он говорил. Описали немало. А порой люди, совершенно далекие от религии, пытались давать оценку действиям какого-либо имама, либо алима, либо всему духовенству, не имея ни малейшего понятия о вопросах, о которых пишут. И всегда Ахмад Хажи отвечал им спокойно, без истерии и оскорблений, пытаясь объяснить и дать максимум полезной информации, кто будет читать, если это была статья в газете, а также и в своих выступлениях перед студентами на всевозможных круглых столах и диспутах. Всегда говорил аргументированно и четко по теме.
не уходя в сторону, не отвлекаясь на колкости оппонентов. В любое время дня или ночи можно было рассчитывать, что Ахмад Хаджи по первому зову придет и поможет, будто словом или делом. Он очень активный человек был, очень. Вот он, хотя у него хроническое воспаление сосудов было, тромбофлебит, потом перешел этот лимфостаз, постоянно лечился он. С такими ногами, мы сколько ему сказали, такими ногами не прыгай, не быстро не ходи. Нет, раз надо, нужно, не жалея свои силы, не сохраняя свое здоровье, он всегда наготове был. Как-то раз нам пришлось пойти на перемирие. В общем, один молодой человек сбил мужчину и ушел с места, скажем, преступления. Потом уже подошли. И как он вот тогда увидел, как он может с людьми разговаривать и как может вести переговоры. И на самом деле вот это нам удалось. Там много людей было, в мечети это было. И вот в основном такое перемирение, скажем, этих двух тухумов сыграл, конечно, основную роль Ахмад Хаджи. К нему прислушивались и государственная власть, прислушивались и мусульманская умма. Он мог найти такое слово, которое бы зародило в сердце имам, то есть понимание. И когда поэтому в любой ситуации, когда было непонимание, старались найти его, зная, что он найдет компромисс, он найдет выход из этой ситуации, он сможет примирить этих людей, он может сделать так, чтобы эти люди друг друга поняли. Очень многие выезжал, в районе выезжал, показывали открытие мечетей. Он открыто выражал свои миссии насчет ваххабитов. Мы гордились им, что он такой. Он приезжал тоже иногда к нам сюда, тоже приезжал. Сидя у меня в доме, или телефон, или машина уже к воротам подъезжает. Ахмед, надо туда, Ахмед, надо сюда. Тут примирение, там кого-то убили, тут кого-то похитили. И хоть ночью, 4 часа ночи разбуди его и скажи, что надо куда-то поехать. Он даже не спрашивает, куда надо ехать. Надо поехать. Любые горячие точки он там. Дербент он там. Это самое Лезгинистан он там. Где-то в горах он там. Любые горячие точки ездит, все это делал. Во всех этих конфликтах он бывал, во всех этих везде перемирие. Он оставил след. Мы по его похоронам, как вы помните, мы сидели. Просто случайные люди тоже мимо проходя узнавали, что это Ахмед. Приходили, хотя его не знают, хотя его от его выступления это самое. Несмотря на свою занятость, Ахмад Хаджи никогда не забывал своих корней. Часто бывал в родном селе, навещая престарелую мать и близких родственников. Даже будучи по каким-то делам в соседнем районе, он непременно заезжал в родной Келятель, чтобы хоть на несколько минут увидеть близких его сердцу людей. Он часто приезжал сюда с работниками духовного управления, часто посещал, когда мимо ехал туда, Чуматинский район, тогда всегда возвращался сюда для ночлег с работниками духовного управления. Хороший был человек, просто нет слов. Нам всегда помогал, ухаживал за нами. Полные ящики нам привозил, а в них 15 разных подарков для каждого. Маму свою очень любил, всегда ей отдельную коробку с подарками привозил. Когда бы ни приехал, у матери останавливался. В другом месте никогда не ночевал, не предупредив ее, никуда не уходил. Всегда с улыбкой на лице, уважительный к старшим, к родственникам, сельчанам.
Очень хороший был человек, лучше не бывает. Всегда делал нам насихат. Совершайте намаз, не пропускайте, уразу держите. Когда в село приезжал, к нам заходил. Не успевали поговорить, как кто-то приходил, звал его в гости то один, то другой. И мать тоже жаловалась, что не дают ему побыть с ней долго. Никогда не вел пустых разговоров. Плохого слова я из его уст не слышал. Говорил только о хорошем. Рассказывал нам, что алимы говорят. В его словах всегда было что-то полезное для нас. Он учил только хорошему. Отец его 30 лет имамом села был. Из 4 братьев баракат отца больше всего Ахмад получил. Пусть Аллах смоет ему грехи. Счастье, что мать раньше умерла, она бы не вынесла его потерю. Лучше всех был в семье, особенно для матери. Понятно, что при таком ритме времени на себя и свою семью у Тагаева оставалось очень мало. Уже выросли 3 его прекрасные дочери, подросли внуки, и после 13 лет скитаний по съемным квартирам, друзьям и знакомым Ахмад Хаджи начинает строительство дома. Все, кто знал Тагаева, стараются помочь ему. И это не только близкие друзья и родственники, но и посторонние люди, готовые помочь так же бескорыстно, как он сам помогал многим. Друзья, товарищи, Халидов очень помог. Курбан Дибир помогал. Там еще кто-нибудь. Очень помогли друзья, товарищи, вот построили дом. Но дом для него не важно было. Для него самое важное была работа. Совсем недавно он построил дом. Даже она еще полностью не завершена, строительство этого дома. А до этого времени скитаться по знакомым, ездить и так далее, да? Вот это никто это не будет делать. Рядовой, обычный человек на это не способен. И в то время, когда у тебя мизерная зарплата, мизерная, которая тебе, если так по большому счету взять, и то, что у тебя поездка туда-обратно даже, да, вот даже и то еле-еле так концы с концами. И я искренне выражаю благодарность его и жене, которая фактически ему была настоящей спутницей его жизни, и которая эти, какой бы тяжелые дни не приходилось ему переносить, имеется в виду и материальные, и она все это вместе с ним, она носила, и вот это все делала. Я, конечно, все время его просила: Ахмед, построим, да хоть немножко, чтобы красиво было дома. Ему это не важно было. Он всегда говорил: разве ты не видишь, Палестина там, еще что-нибудь, еще где-нибудь, что-нибудь случится. Ты смотри, как люди живут, а у тебя крыша над головой. Разве это не самое важное? Крыша над головой есть, хватит. Он был как захид, как человек, отращенный от всего земных благ. Как захид был себя. Не только месяцами, даже годами он работал без зарплаты. И здесь тоже говорю, не обязательно зарплату иметь. И так вот все равно, если говорят, а дети, я кушать, не голодный, не голый, а что еще мне надо? Вот такой был человек. В 2007 году Ахмад Хаджи создает общественное движение «Нравственность», главной задачей которого становится разъяснительная работа среди населения о необходимости духовно-нравственного воспитания подростков, опираясь на духовные ценности ислама. Ведь Тагаев, работая преподавателем и тесно общаясь со студентами, как никто другой знал о таких антиобщественных проявлениях в молодежной среде, как алкоголизм, наркомания и половая распущенность. В инициативу принимал и законотворческой работе. Он был очень всесторонне развитым, грамотным человеком. Удивительно аура сопровождала этого человека. Очень компетентен во всех вопросах, во всех аспектах. И что самое интересное, настолько доступно и красиво мог излагать и доводить каждую мысль до сознания человека. При этом его сопровождала простота общения, легкость общения.
И что самое удивительное, все члены Координационного совета, если даже по каким-то случаям, если мы проводили заседание в пятничный день, мы потом перестали проводить заседание Координационного совета в пятницу, то все члены Координационного совета обязательно спрашивали, а когда подойдет Ахмед Хаджи. Он приходил часто в университет, встречался со студентами здесь. Здесь тоже, понимаете, вот религиозные лидеры тоже, они разного бывают. У него основной был метод убеждения. Это, наверное, главное здесь. Вот так, не так, скажем, нажимать на какую-то личность и так далее, когда каждое действие вызывает противодействие. А вот когда убеждают людей, и, в общем-то, и общежитие, он, я помню, встречался со студентами, здесь приходил, значит, и очень довольно-таки интересно проходили эти встречи. И даже должен сказать, что вот русская девушка у нас училась, даже она приняла, вот такая ситуация, в общем-то, она пришла к нему, он, в общем-то, делился, такая радостная пришла вот после, значит, его лекции и сказала: я хочу быть мусульманкой и, значит, хочу принять ислам, скажите, как это нужно сделать? Вот. И это говорит о чем? О том, что не было сердец, которых он не мог открыть, не было сердец, до которых он не мог достучаться и донести слово Всевышнего Аллаха. Значит, потому что очень было интересно его слушать. Очень он любил проводить встречи с жителями, проводили сход жителей, и там разъяснять, объяснять людям. Говорили о том, что необходимо введение уроков ислама в общеобразовательных школах, так как есть практика на базе Республики Ингушетия, что там ведутся эти уроки. И вот тут он правильно и как-то красиво это трактовал, без всякой агрессии. Он четко давал понимать человеку, что для чего это нужно и что за этим последует. Вот это было приятно с ним общаться. И что самое интересное, с ним легко можно общаться. Своей заветной мечтой называет Ахмад Хаджи введение в школах раздельного обучения. С целью разъяснения его преимущества над другими формами обучения, он вместе с Абдуллой Алишаевым и Гамидом Халидовым начинает вести агитационную работу. Встречаясь с противниками разделения по половому признаку старшеклассников, приводя один аргумент за другим, объясняет его преимущества на примерах других школ, в которых это уже делается в качестве эксперимента. За короткий срок собрано 10 тысяч подписей родителей в пользу раздельного обучения. И это только в Махачкале, без поддержки СМИ, за 2 неполные недели. И вот там он как раз и вместе с Абдуллой Алишаевым, рахимуллах, и занимались вот этим раздельным обучением, также занимались вопросами ведения, преподавания в школах основ своей религии, истории своей религии, истории мировых религий. Ведь это все позволено, это все законно написано вот черным по белому. Это законное право каждого человека. Но они объявили себя помощниками нашему народу, которые могли бы оформлять это все законно, бумажной вот эту часть взяли на себя и хотели все это провести. Подкрепив собранными подписями в пользу раздельного обучения письмо, они вместе с Абдуллой Алишаевым отправились. Убьют, а Аллах меня заберет, потому что мои дни закончились.